11 сентября в рамках республиканского фестиваля «Легенды, овеянные имена» в Кармаскалинском районе состоялось открытие первого памятника командиру 112-й башкирской кавалерийской дивизии Минигали Мингазовичу Шаймуратову. Конная скульптура, вторая по величине после памятника Салавату Юлаеву, открыта в родной деревне героя. Почетными гостями праздника стали глава региона Рустем Хамитов и министр культуры России Владимир Мединский, который отметил значимость подвига легендарного комдива. Это был высокообразованный человек. Он знал несколько иностранных языков, свободно говорил на китайском, на уйгурском. Долгие годы работал в военной разведке, о чем мало известно. Это был настоящий такая военная косточка, военный интеллигент и при этом блестящий полководец. Душа своей дивизии. Вот чтобы они брали с него пример. И тогда на все вопросы всех, кто любит покопаться в нашей истории, у наших детей будут правильные ответы. На открытии памятника пришли родственники генерал-майора. Работой скульптора Дениса Стритовича они остались довольны. Это большой труд и большое спасибо еще раз Башкирии, что мне все-таки удалось на своей родине сделать такую значимую работу. Наверное, одна из самых главных в моей жизни. Республиканский фестиваль «Легенды и овеянные имена» посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В юбилейный год территория села Тусингирово словно переместилась во времени. На интерактивной площадке оживают картины из прошлого. Из густого тумана появляются солдаты в советских формах. В военную часть приходят письма. Гостям подают солдатскую кашу. Перед зрителями появляется 112-я башкирская кавалерийская дивизия. Свыше 100 голов лошадей, от топота которых содрогается земля, устремляются на доты фашистских захватчиков. Еще немного, и враг повержен. В это же время в небе советский истребитель преследует немецкого Мессершмитта. Технику в буквальном смысле собирали по крупицам. Участники исторических клубов знают о боевых орудиях тех времен практически все. На выставке мотоциклы БМВ, пулеметы Дегтярева и легендарная 45-ка. Это орудие поддержки пехоты, то есть в передних рядах. Из-за своей легкости и мобильности оно было придавалось пехотным подразделениям наступающей армии и служило для уничтожения живой техники, легких огневых точек, закрытых огневых точек, а также подвижной техники, то есть танков, орудий. Такие встречи дарят особый настрой, и, может быть, поэтому во время официальной церемонии открытия фестиваля со сцены звучат простые, добрые и близкие всем слова. Мы посмотрели, порадовались прежде всего тому, что молодые люди несут эту эстафету памяти. Молодые люди искренне показывают то, что было далеко во времени, 70 с лишним лет тому назад. Это значит, есть связь поколений. Это значит, молодежи тоже нужна и правда, и того времени, и картины того времени. В рамках фестиваля проходил еще один фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Песни, опаленные войной», в котором приняли участие коллективы из разных уголков республики. Данная песня имеет для меня многое значение, так как в припеве есть слова такие, как «что верба расцвела и прадед мой домой с войны вернулся». У меня у самого прадед умер 7 апреля 1945 года в Чехословакии. Вот эта вот песня для меня даже в душе такое состояние становится, как будто вот он вернется. Не щадят героев-конников, уходят из жизни последние свидетели тех сражений. 112-я башкирская кавалерийская дивизия воспитала 78 героев Советского Союза и 5 кавалеров Ордена Славы. Тот героический подвиг, который совершила дивизия, теперь уже точно останется в памяти жителей района. Ренат Шайбаков, Дамир Мухаметьянов и Ильнур Аминев, Кармаскалы ТВ.